Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик, получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Чем она, соперница, его держит? Давайте посмотрим. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Узнаем, в чем же секрет ее власти над ним. Подумайте о своем любимом человеке, о том, кто вам интересен. Если вы знаете соперницу, о ней подумайте, представьте ее мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Чем она его так держит? В чем сила ее власти над ним? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на отношения ее и его, и на то, чем же она его так себе привязала. Так, ну что? Мужчина раб, а женщина тут идет у нас госпожа. Госпожа, да. По крайней мере, у нее такое отношение к жизни. Это ее взгляд и ее отношение к жизни и к нему. То есть она считает, что она особенная, наделенная, одаренная, умная, красавица. Все мужчины там сходят по ней с ума. Она прекрасная жена, заботливейшая мать. Вообще не женщина, а просто мечта. То есть она себя вот наделила такими качествами, и по-другому она себя и не видит. Да, возможно, кстати, ее так и воспитывали в детстве, что она типа такая большая цаца, и у нее завышенная самооценка идет. И эту самооценку она не стесняется навязывать людям вокруг. Этому мужчине она постоянно рассказывает, что как же тебе, блин, повезло, что ты меня встретил, что вот такая принцесса, да, вошла в твою жизнь. И ты должен, я не знаю, там поклоны, по 100 поклонов в день бить за то, что тебе, меня, награду такую дали. Знаете, она его очень бесит, особенно когда открывает рот. Потому что все ее слова какие-то глупые и ни о чем, надменные и высокомерные. Вот что происходит. У нее психика нестабильная, она какая-то истеричка, паникерша, и человек очень жесткий в плане того, что вот у нее нет жалости, у нее нет сожаления, сочувствия нет, милосердия нет. Вот такое чувство, что она просто кусок льда. Льда достаточно такого, знаете, вот мутного, я бы даже сказала, мутного. У нее неприятности в жизни происходят, потому что она в свое время гадила другим людям. Вот прям в прямом смысле слова. Она, возможно, мужчину кого-то отбила и потом как поиспользовала, да, и бросила, поняла, что там не ее вариант. Она выходила замуж не по любви, а по расчету. Да, она мужчине видела не его самого, не его душу и сердце, а его кошелек, его перспективность, его возможности. Да? То есть она оценивала, насколько он перспективный, насколько он там податливый, насколько он там сможет выполнять ее, исполнять ее волю. У нее, я не знаю, у нее какое-то вот расстройство идет в плане интимной жизни. То ей вообще ничего не хочется, никого не хочется, она такая как фригидная становится, то наоборот, у нее прям какой-то гормональный взрыв прям происходит, и ей прям чешется, у нее там, извините за слово, все. Я не удивлюсь по этому песку, что у нее были контакты на стороне. Он об этом либо догадывается, либо вообще, да, ни сном, ни духом, потому что она хитрая. Она хитрая, возможно, она ему говорила об этом в скандалах, в ссорах. Но он, почему-то не придал этому особого внимания. Смотрите, чем она его держит? Во-первых, она истеричка. Во-вторых, она, как это правильно сказать, Господи?
опасная, понимаете, она опасная. То есть она, скорее всего, его шантажирует тем, что она там суицид устроит, да, либо она там, не знаю, там детей заберет, он никогда не увидит. Он говорит, вот зачем нам такая жизнь? Ты нас там бросишь, мы там лучше все там погибнем разом, да? То есть какие-то такие гадости и глупости, говорит, что мне даже противно повторять. Вот, он знает, что у него не все в порядке с головой, то у него там крыша иногда, да, с кукухой. Прилетает, улетает, и он этого боится. И особенно если дети маленькие, очень боится за детей. Это с одной стороны. С другой стороны, она что-то за него знает, какой-то его грешок, какой-то его, я не знаю, что-то он такое накосячил в молодости, может быть там, и, в общем, числится за ним какой-то грех, да, и она его знает. Вот этим она его тоже шантажирует. Она говорит, я разрушу твою жизнь, я пойду там к твоим друзьям, к твоим знакомым на работу, я опозорю тебя, я всем расскажу, кто ты есть, вплоть до того, что если это криминалом там подвязано, да, то она говорит, то я пойду там в полицию, да, все расскажу про тебя. То есть там мужчина связан по рукам и ногам. Он живет с монстром. Понимаете, она просто монстр. Такой страшный, такой безобразный. И даже не знаю, что хуже. Вот терпеть от нее вот эти все издевательства, ее психические расстройства, либо выслушивать все вот эти вот ее угрозы и видеть, как она рушит не только свою жизнь, да, но его и детей. Это страшный человек, знаете, вот ей реально нужно лечиться. У нее может быть какая-то, я даже не знаю, у нее какая-то травма идет. Либо она в аварию попадала и головой больно билась, может даже с детства у нее эта ситуация есть. Либо у нее, после родов, да, послеродовая травма какая-то произошла. Вот у нее с психикой явно тут не в порядке. Слушайте, она про вас конкретно, что вы не знает, но догадывается, что кто-то есть. Если она вас обозначит, да, узнает, кто вы такая здесь, она больная, она может сделать все, что угодно. Вот что идет. Поэтому, девочки, будьте аккуратны и, я не знаю, лишний раз подумайте, нужен ли вам этот мужчина. Потому что здесь просто капец какой-то. Это гадание, оно подойдет именно любовницам, понимаете, не женам. Это для любовниц. Вот. Надо было мне изначально уточнить, только я просто вот как-то, пошла в поток и не сказала. Это именно для любовниц. Женат этот человек, у них общая дорога и общий кров. Он, видите, в роли человека, который голову поклонил, да, а она вот царица, она развивается, за ней там и крылья, и все на свете. Смотрите. Она его чмырит, она его к ногтю все время ставит. У нее есть рычаги очень сильного влияния на него. Тут и шантаж, тут и угрозы, и просто какой-то вампиризм прям идет. Все она ему там наговаривает. Но у нее есть еще такой момент, что у нее что-то есть на него, да. То есть она ему говорит, тут ты со мной разведешься, я тебя там без штанов оставлю, да. Я все у тебя заберу, потом я что-нибудь там сделаю с собой, либо с детьми, и ты будешь в этом виноват. То есть она его там прям, прессует по полной. Мужчине очень с ней тяжело, очень тяжело. Но в то же время он воспринимает это как будто бы это рок, да, я должен, если я на ней там когда-то женился, если я совершил эту ошибку, я должен. Он боится ее трогать. Что-то было, когда он уже там, может быть, раньше пытался уйти, что-то сделать. Она что-то делала, понимаете, либо отравилась чем-то, либо там резалась чем-то. Что-то уже было, какой-то триггер был, что она ему показала, что типа мои слова это не пустые угрозы, что я действительно могу это сделать. Магичит ли она на него? Да, она магичит, она ходит, там обращается, но это не работает, потому что ваш мужчина, он идет, как в этом плане, в энергетическом, здоровый, его нельзя испортить. Она просто вот носит куда-то деньги, да, отдает, это как бы ее, она тоже понимает, что что-то там не так, да, не работает эта магия, но тем не менее, с головой у нее не все в порядке, она с ней не дружит, поэтому считает, что типа я там проплатила, значит у меня все получится. Получается у нее за счет другого, за счет того, что она такая, да, физически нездоровая. Если честно, я скажу вам так, что трогать вот это осиное гнездо я вам не рекомендую. Вообще не рекомендую. Они расстанутся только когда она от него уйдет. Вот у нее идет какой-то момент обострения в будущем. Вот у нее прям зачешется, да, вот
причинное место, да, и она себе кого-то найдет. И прям влюбится в того другого человека и уйдет к нему, понимаете? Она уйдет к другому человеку, бросит этого, значит, своего мужа, скорее всего, и детей бросит, может быть, там денежку с собой возьмет и уйдет. Вот что у нее произойдет. А там у нее участь какая-то сложная. Там либо он ее, либо она его. Ну, там в любом случае какой-то вот прям шабаш происходит. Там и алкоголь, и драки. Идет прям какая-то каша, и там люди беснуются. Вот она в этом бесновании, ну, найдет свой конец. Вот так вот идет. Девочки, когда это произойдет? Ну, тут еще придется потерпеть. Тут 3-5 лет идет. 3-5, я точно не скажу. У кого-то 3, у кого-то 5. Но то, что она его бросит, оставит, это точно. Если дождетесь, ну, Бог вам в помощь, честно. Но берегитесь ее, если она вас узнает. Тут такая, знаете, она может вас и подстеречь где-нибудь, и что угодно может проплатить, понимаете? Вот что страшно. Она страшный человек, у нее нету, как я вам говорила, ни жалости, ни сожаления, ни милосердия, вообще ничего нету. Она как камень, причем камень, который вот такой, знаете, давит и калечит. Она вот, да, она покалеченная идет, покалеченная. Она страдает, потому что у нее с ним жизнь — это мучение, а за это она мучит его. Нет любви, понимаете? Ну, невозможно построить стабильные, счастливые отношения, когда нет чувств. Конечно же, любовь, она проходит. И нету такого, что там люди влюбились, там 20-30 лет на одной любви они там живут. Нет. Переходит все в дружбу, в привычку, да, какие-то такие добрые чувства. А вот у нее изначально не было никаких хороших чувств, не было любви, не было даже симпатии. Просто была тупая выгода. И понятно, что все равно ты живешь не с выгодой и не с деньгами ты живешь, а живешь ты с конкретным человеком. Вот она этого не учла. Она глубоко несчастный человек. Она несчастная, и она делает всех вокруг людей тоже несчастными. Как будто бы она прям вообще всем мстит. Вот такой момент происходит. Мои дорогие, еще раз, да, лезть туда я вам не рекомендую. Женщина опасная. Чем держит, чем может. Жесткой манипуляцией, шантажом, ложью, угрозами. Вот прям у нее такой арсенал идет. Поборить его ее не надо, даже и пытаться не надо, вообще не надо. Она сама себя изничтожит. Придет время, она исчезнет из жизни этого человека. Этот человек после этой своей жены, там, дамы, он, ну, тоже, знаете, выйдет из этой войны, конечно же, покалеченным, причем на всю жизнь. У него прям испуг пойдет от женщин, может даже какой-то момент отторжения будет. Понимаете, вы должны быть еще и к этому моменту готовы, то что он будет просто, ну, психологически очень сильно травмированный. Вот, поэтому, мои дорогие, вам терпения. Лично я желаю, чтобы у вас все сложилось хорошо, чтобы была любовь, чтобы было счастье, и чтобы у вас была прекрасная, любящая семья, и чтобы вы никогда не попадали в такие ситуации и не сталкивались с такими проблемами. Мои дорогие, каждый решайте для себя самостоятельно, оставаться, уходить, ждать, не ждать. Но я еще раз говорю, подумайте несколько раз, прежде чем туда лезть. Вот такая идет ситуация. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.